Мендут, дорогие друзья, с каждым нашим занятием мы все ближе становимся к своей заветной цели, к овладению навыками разговорной речи. На прошлых занятиях мы изучали достаточно много материала, и для того, чтобы закрепить его в памяти, я предлагаю повторить его. Первым, что мы изучили на прошлом нашем занятии, был дательно-местный падеж. Дательно-местный падеж обозначает местонахождение чего-то или кого-то где-то в пространстве, в комнате или на улице, а также направление действия, то есть дать кому-то или чему-то, сделать кому-то, чему-то и так далее. Дательно-местный падеж калмыцкого языка образовывается посредством присоединения к слову или основе слова в некоторых случаях двух суффиксов «д» и «т». «Д» или «т». Если суффикс «д» присоединяется в большинстве случаев, то суффикс «т» присоединяется к тем словам, которые оканчиваются на следующие буквы: В, С, Г, Р, Д, Ш. Давайте для того, чтобы еще раз закрепить это в своей памяти, сделаем несколько примеров того, чтобы вы могли сказать, используя весь тот словарный запас, который мы уже с вами изучили. Итак, терзд, 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 сухо керекте. Нужно посидеть на окне или в окне, то есть показаться в окне. Терзд, сухо керекте. Терзд, сухо керекте. Терзд, сухо керекте. Не все примеры действительно можно так произносить, но так как мы знаем определенное количество слов, я не беру никаких новых слов, а лишь напоминаю вам прошлые. Машинды йоуху зövте. Машинды йоуху зövте. Машинды йоуху зövте. Это будет означать должен, с оттенком пожелания, хорошо бы было, правильно бы было, чтобы кто-то, некий человек, поехал на машине, то есть двинулся на машине. Следующий пример. Гахады орхы йоста. Гахады орхы йоста. Гахады орхы йоста. Это значит, должен некий человек или кто-то войти к свиньям. Обязан это сделать. Гахады орхы йоста. Я еще раз напомню, что это всего лишь примеры. И примеры с буквой Т в конце, с суффиксом Т в конце. Я вот отмечу все неясные гласные. Девтырт. Девтыр, как мы помним из прошлого занятия, это тетрадь. Девтырт в тетради. Бичх это писать. Керектя это нужно. Девтырты бичх керекте. Девтырты бичх керекте. Девтырты бичх керекте. Нужно записать в тетради или написать в тетради. Өрдт. Өрдт. Экхйоста. Өрдт экхйоста. Өрдт экхйоста. Это значит обязан дать или передать что-то, вручить что-то айрату или айратам. И последний пример, который мы с вами должны запомнить, это герте сухо зövте. Герте сухо зövте. Герте сухо зövте. Герте сухо зövте. Это значит должен, но с оттенком пожелания еще раз, должен сидеть дома, находиться дома. Итак, это был дательно-местный падеж, который обозначает местонахождение или направление действия, направленного на кого-то или что-то. И вот дательно-местный падеж, еще раз повторю, образуется посредством двух суффиксов «д» и «т». После всех основных слов мы используем суффикс «д», однако те слова, которые заканчиваются у нас на буквы «в», «с», «г», «р», «д» и «ш», мы будем использовать суффикс «т», как это было здесь проиллюстрировано в словах «девтырт», так как оно заканчивается на букву «р», а она у нас здесь есть, поэтому «девтырт бичха керекте» мы будем использовать букву «т». «Өрт» тоже буква «д» у нас есть в этом правиле, поэтому «өрт экхйоста». И «гер», буква «р» тоже у нас есть в этом правиле, поэтому «герты сухо зövте» будет значит должен сидеть дома. Здесь мы используем суффикс «т». Второй падеж, который мы изучили на наших занятиях, это орудный падеж. Это орудие или средства, с помощью которых совершается определенное действие. Орудный падеж в калмыцком языке — это эквивалент в русском языке творительного падежа, отвечающего на вопрос «кем» или «чем». Он образовывается посредством присоединения к слову или основе слова суффиксов «ар», «р». Например, «харндагар бичхы керекте». Харндагар бичхы керекте. Харндагар бичхы керекте.
нужно писать карандашом. Или такой пример. Бичюрер, вот здесь мы видим падежное окончание, здесь тоже мы видим падежное окончание. Бичюрер бичхьоста, бичюрер бичхьоста, бичюрер бичхьоста будет значить обязан, должен писать ручкой. В словах, оканчивающихся на букву «Н», как мы уже говорили, эта буква «Н» выпадает. Например, если слово, исходное слово «санаан» — это мысль, то «санагар кетн», «санагар кетн» будет значить «делайте в соответствии со своими мыслями». «Санагар кетн». Или, например, вот такой пример. «Берн» — это у нас помещение, здание, некий такой вместилище, где живут люди или находятся люди. «Берер ортн» — пройдите через и наше помещение, то есть, идя куда-то, зайдите к нам. «Берер ортн». Если слово заканчивается на гласную, то в этом случае добавляется вот такой вот интервокальный, как я уже говорил, еще один добавочный звук, буква «г». То есть если основа слова у нас «гаха», то в орудном падеже это будет «гахаагар», «гахаагар», «гахаагар». Не забывайте повторять эти слова по ту сторону экрана. Или такой пример. «Джолагар», «джолагар», «джолагар» рулем или вожжами. Я забыл сказать на прошлом занятии, что если слово оканчивается на букву «н», вот она эта буква, то туда добавляется еще один такой вот тоже почти интервокальный, так как буква «н» у нас неполноценно является буквой, к ней добавляется еще суффикс «г». Например, если у нас основа слова это «савнг», то в орудном падеже «мылом» мы должны сказать «савнгар» уже. Здесь вот это вот не следует забывать. Я на прошлом занятии это не сказал, потому что объем информации, который давался в прошлый раз, был достаточно большим. Однако сегодня, пользуясь тем, что у нас еще уроки не закончились, я хочу этот момент обязательно подчеркнуть. «Савнгар» — это будет «мылом». Кроме двух падежей, на прошлом занятии мы с вами изучили также еще и повелительное наклонение. Относительно своих ровесников мы просто будем брать основу глагола или слова, объясняющего какое-то действие, описывающего какое-то действие, отсекать у нее вот эту вот букву «х», которая дает у нас такую вот безличную форму. «Кевтх» — это лежать просто. Инфинитив, как называют это в науке. Так вот, «кевтх» — это будет лежать, то «кевт» — это будет ложись. Когда мы говорим такие слова, мы обязательно должны помнить, что «кевт», «бич», «эг», «ав» мы говорим по отношению к людям младшим по возрасту от нас, нашим ровесникам или людям близким с нами по возрасту. Поэтому давайте приведем еще несколько примеров. «Көдліміш ухагар ке». «Көдліміш ухагар ке». «Көдліміш ухагар ке». Делай работу с разумением, с разумом, с умом. «Көдліміш» — это работа, «ухагар» — это с разумом, с умом, или посредством разума или ума, и «ке» — это будет повелительное наклонение. Делай работу с умом. «Китн цяке». «Китн цяке». «Китн цяке». «Китн», как мы помним из первого занятия, это холодный, «ця» — это чай, «ке» — это наливай. В данном случае, как мы помним из прошлого занятия, «ке» будет иметь значение делать, наливать, насыпать что-то. Так вот, «китн цяке» будет значить налей холодный чай. Именно налей. Или вот такой еще пример. «Ödmügavы». 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 «Ödmüg» — это хлеб, а «вы» — это бери. Возьми или забери, бери хлеб. «Ödmüg avı». Забери хлеб. Вот здесь строение предложения, как мы уже помним, вспомним наш паровозик, должно быть следующим. Сначала мы обозначаем какое-то слово, а потом какое-то действие. Если же здесь используются прилагательные или слова, обозначающие качество каких-то предметов, теплый, холодный, добрый, горячий там, и так далее, то сначала мы описываем, что нам нужно именно предмет с таким качеством, то есть китен, холодный, ця — это у нас будет чай, а потом уже что нужно с ним сделать. То есть сначала мы даем качество,
потом обозначение самого предмета или явления, которое нам нужно, а потом уже то, что с ним нужно сделать. Если же мы обращаемся к старшим по возрасту людям или людям с какой-то группе людей, то мы должны использовать вот вместо вот такого повелительного наклонения, как кевты, ке, ав и так далее, форму несколько иную. Мы добавляем к ней слово, суффикс «тн». Суффикс «тн». Например, савунгар, мы уже знаем, это значит мылом. Савунгар девитр угатн. Конечно, никто мылом тетрадь не моет, но вообще говоря, савунгар девитр угатн будет значить помойте. Это имеет суффикс вот этот вот «тн» нашего языка, имеет параллель с русским суффиксом «те». С таким же суффиксом савунгар девитр угатн. Савунг — это мыло, савунгар — это мылом, девтыр — это тетрадь, как мы уже помним из прошлого занятия, а угатн здесь будет иметь как раз-таки вот такое вот обращение по отношению к людям старше по возрасту, либо к группе какой-то людей. Савунгар девтыр угатн, помойте тетрадь мылом. Это просто примеры, это не обязательно нужно так говорить. Или вот такой пример. Көгілжіргінді хоты өктін. Көгілжіргін — это у нас голубь, көгілжіргінді — это будет голубю, то есть по отношению к голубю. Хоты — это пища, еда, мы уже изучали это слово. Өгі — это дай, а өктін — это дайте. Таким образом, когда мы будем проговаривать, произносить или строить у себя в уме фразы из нашего родного языка, мы должны очень четко понимать, что эти фразы будут разными, как и в русском языке. Если обычному ровеснику, человеку младшему по возрасту или близкому к нам по возрасту мы будем говорить кевте, ке, ав, то людям старшим или людям, которые сидят в какой-то группе, мы будем обращаться к небольшой группе, потому что есть еще особый суффикс, который обозначает большую группу. Мы обязательно его изучим тоже. Так вот, савунгар девитер угатн, көгілжіргінді хоты өктін. Это будет обращение либо к человеку старшему, либо к небольшой группе людей, которые должны будут сделать то действие, о котором мы с вами говорим. Друзья мои, после того, как мы повторили темы нашего прошлого урока, давайте разберем темы новые. И в первую очередь, что будет очень важно для всех нас, это местоимения, обозначающие такие понятия, как «я», «ты», «мы» и так далее. В калмыцком языке местоимение «я» звучит как «би». «Би». Еще раз повторяем его. «Би». Повторяйте каждое из этих слов у себя, сидя перед своими экранами телефонов, телевизоров, ноутбуков, компьютеров и так далее. Би. Би — это я. Давайте запишем это. Я. Чи — это ты. Чи. Чи. Чи — это ты. Если же мы обращаемся к человеку старшему по возрасту, либо просто уважая человека, говорим ему «вы», то мы должны сказать ему «та». Та. Та. Би — это я, чи — это ты, та — это вы. И в третьем лице, это было первое лицо, это было второе лицо, а это третье лицо. Вот здесь у нас есть вот такое вот обозначение «ин», «ин», здесь есть неясный гласный, «ин» и «тир», «тир». Вообще «ин» значит «этот», «это». «Тир» — «тот» или «то». Но по аналогии с тем, что в русском языке мы имеем три лица, мы используем эти слова для обозначения «он», «она» или что-то другое. Дело в том, что калмыки были настолько толерантны к разным полам, разным гендерам, что никогда не говорили, женщина это идет или мужчина, просто тот или то. Вообще в калмыцком языке это обозначает еще раз это или то. «Ин» — это, и «тир» — это то. Однако, как говоря о том, что кто-то где-то идет, движется в третьем лице, мы обязательно упоминаем, что «ин» или «тир».
от, этот, который близко к нам, или тире, который достаточно далеко от нас. Так вот, ин и тире это будет значить он, она или оно. Теперь давайте посмотрим, как это будет звучать во множественном числе. Если би это я, то бидн, мы здесь добавляем вот такой вот суффикс дн, это будет означать мы. Мы это небольшая группа людей. Чуть позже я объясню, почему именно так это все отделяется. Би это я, бидн это мы. Чи это ты, та это вы, тадн, тот же самый суффикс, о котором я сейчас только что сказал, тадн это вы во множественном числе. Вы там друзья, вы ребята, вы там ученики и так далее. Тадн это множественное число. Вы во множественном числе. И есть еще одно обозначение слова танр. Здесь мы видим, что используется вот этот вот суффикс, вот это вот местоимение та, к которому добавляется суффикс нр. Танр. Вот здесь мы должны долго произносить его. Так вот, бидн, тадн, танр. Чуть позже я сейчас обращусь к этому и вернусь, точнее, к этому. И по отношению к тем группам людей или явлений, которые мы можем видеть вблизи от себя, мы говорим «эдн». «Эдн» — это значит «они», те, кто ближе к нам, от слова «эн» — это, этот. «Эдн» — это те, кто поближе к нам, а «тедн» — это те, кто подальше к нам. «Тедн» тоже имеет неясный звук между буквами «д» и «н». Вот эти вот суффиксы обозначают группу какую-то людей. А теперь вернемся к самому интересному. Почему у нас есть выражение бидн, тадн, и параллельно с этим я сюда включаю слово танр. Вот здесь это целая система мировоззрения, с которой жили наши предки. Так вот, если мы говорим бидн, то мы имеем в виду небольшую группу людей, единомышленников, либо ровесников, либо тех, кто с нами работает, коллег или еще кого-то, кто находится с нами в одном месте, в одном отделе, в одном кабинете и так далее. Это бидн. Но если этих людей чуть больше, чем ваших коллег, вашей семьи или еще кого-то, ну, эдак 15-20 человек, про них мы должны сказать мы, если мы будем говорить, уже будет не бидн, мы, то есть небольшая группа людей, а чуть большая группа людей. Мадн, говорим мы на них. Мадн. Мы можем вот в группе мадн, мы можем некоторых людей знать плохо или вообще не знать. А вот что касается вот этого суффикса манр, вот здесь мы видели слово танр или вы по обращению к группе людей, то вот суффикс нр, я сейчас его сюда вот так вот выпишу, суффикс нр, это суффикс, с которым уважительно обращались к людям. Мы можем вспомнить, тех, кто хоть как-то слышал калмыцкий язык, мы можем вспомнить такие слова, как ахнр, то есть старшие братья или вообще люди старшие по возрасту с уважительным оттенком, бакшнр, учителя, ламнр, например, или дюнр, то есть те, кто младше по возрасту, но с уважением обращаясь к кому-то, мы обязательно используем суффикс не бидн, мадн, а использовали в то время, когда калмыцкий язык был живым и слышался повсеместно, вы использовали вот такие вот суффиксы множественного числа, о которых мы еще тоже будем отдельно говорить. Итак, би — это я, бидн — это мы. Кроме того, кроме бидн мы можем сказать на большую группу людей, где мы не совсем с ними всеми знакомы, мадн, то есть мы, но по отношению к малознакомым или большой группе людей. И манр, если мы причисляем себя к группе уважаемых людей. То же самое происходит с этими словами. Чи — это ты, та — это вы, тадн — это вы по отношению к группе людей, которая близка к нам по возрасту, близка к нам по духу, близка к нам по мыслям. А вот танр — это если мы придем в Хурул и увидим, например, 10-15 монахов, которые стоят, мы будем к ним обращаться танр, ортн, танр, иттн, танр, там кевтн и так далее. Так вот, танр — это уважительное обращение по отношению к группе людей.
Манер — это уважительное обращение, как я уже сказал, по отношению к группе людей, уважаемых, к которым мы себя тоже причисляем. Например, манер, хальмык, келимеддык, например, там, да? Мы, знающие калмыцкий язык, можем себе позволить сказать манер. Я не говорю, что вы, не знающие калмыцкого языка, должны, конечно, сказать мадн или бидн, но тем не менее, вот по отношению к группе людей, которых кто-то уважает, уважаемых, мы должны говорить танер, манер и так далее. Это в старину очень широко использовалось, однако в последнее время забылось. В принципе, вот эти вот формы вы можете и не запоминать, они не так важны, как важны слова бидн, мадн. Бидн, как мы заметили, происходит от слова «я». То есть бидн мы можем воспринимать как «я» и мои соратники, мои единомышленники. Тадн происходит от слова «та», то есть «вы». «Та» — это в единственном числе «вы» мой дедушка, «вы» мой учитель, «вы» мой оператор, а «тадн» — это значит «вы», то есть во множественном числе. А «таанер» — это значит будет те, кого я уважаю уже. То же самое происходит с вот этой вот формой. «Н» — это этот, «тир» — это тот. Кстати, в потоке речи это съедает, неясный гласный вообще съедается, и можно услышать такие слова, как «н» или «тер». Ничего страшного в этом нет. Мы в начале самом наших курсов говорили о том, что иногда старики отвечают на слово «мендут», а отвечают «энтерго» или «энтеруга». Ну вот энтеруга или энтерго, это вот будет как раз таки ни того, ни другого нет, ни этого, ни того. Ин или тире — это еще и оно, он, она, тот, этот. Эдн — это будут эти уже, то есть группа людей, которая будет близка к нам по каким-то мотивам, либо это языковая ситуация, где нужно сказать. Эдн, например, там, кто? Ну, имчнер. Они врачи, но они — это будет значить, что это близкие к нам люди, либо те, о которых конкретно мы сейчас в данный момент говорим. Тедны — это будут те люди, которые рядом с нами нет сейчас, они могут быть на работе где-то или еще что-то. Вот такое вот существует у нас система обозначения местоимений. Если вам что-то будет непонятно, вы можете писать в комментариях, мы обязательно будем отвечать и строить все последующие уроки на основе ваших комментариев, пожеланий и предложений. А теперь сделаем изучим точнее несколько вот таких вот интересных еще местоимений. Мини. Мини — это будет значить мой, моя, мое. Я вот здесь просто мой пишу, а на самом деле мини — это мой, моя или мое. В калмыцком языке понятие лица в предложениях не существует. То есть, что женщина, что мужчина, что средний пол будут, если он вообще говорит, будут говорить обязательно без указания лиц. То есть, я там что-то хочу, или это мое, и так далее. Моя или мое, вот такого вот не бывает. Мини — это мой. Вот очень интересно, почему би — это я, а мини — это мой. По-хорошему должно было быть бини. Так ведь? Вот здесь вот тоже очень интересно. В алтайской языковой макросемье, куда относятся тюркский, монгольский, тунгуссо-маньчжурские языки, в тюркских языках есть понятие «мен-я». И вот как раз-таки вот это явление слова «мини» вместе с тем, что здесь у нас «би», по-хорошему, вот этот вот «мен», оно как раз-таки объясняет, почему у нас есть «мини». Например, в казахском языке, в киргизском языке «мен» — это «я». В турецком, например, языке это будет «бен». То есть, посмотрите, бен, оно вот как раз объясняет вот это вот би. То есть в древности когда-то наши языки были очень-очень близки между собой, но в последующем они очень сильно разошлись. Это со временем происходит вообще со всеми явлениями в мире, если они находятся в отдалении достаточном друг от друга, а тем более, если это цивилизационное отдаление. Так вот, мини — это мой. Чини — это твой уже будет. Чини. Заметим, что вот здесь вот эти вот суффиксы, они обозначают уже чини — это твой. Твой, твоя, твое, разумеется. И в третьем лице его, чей-то, мы будем говорить, если это человек, о котором мы говорим, человек, который находится недалеко от нас, то это будет «üne» или
человек, который вдали от нас, или человек, о котором мы говорим, но не знаем, где он находится, или это человек, или явление, которое достаточно далеко от языковой ситуации, в которой мы оказались, то мы будем говорить тюне, его. И üne, и тюне будет означать его. Но üne это будет то, что близко или о чем мы говорим, а тюне это будет то, о чем мы говорили, но оно находится дальше от нас, либо от той языковой ситуации, которая у нас сегодня есть. Üne и tüne — это его, ее, ее и так далее. Еще в современном калмыцком языке существует еще одна форма этого — enüne и terüne. Вот здесь вот добавляется такой вот оттенок уточнения. Как мы помним, ен — это этот, это, тире — это тот, то enüne будет означать ен, üne. Это сращение из двух, ен и üne, ен и üne. Enüne конкретно его, того, о ком идет речь, или о ком мы хотим сказать. И то же самое будет с terüne. Тире — это тот, üne — это значит его того или его этого. Enüne, terüne. Есть и такие фразы, и вы можете их слышать от носителей калмыцкого языка. Мы должны запомнить их и хорошо заучить. Итак, enüne, tüne, enüne, terüne. Это его, ее. Вот такие основные местоимения сегодня мы с вами изучили. Используя их, вы можете строить уже гораздо больше различных предложений для того и пытаться говорить так, чтобы вас понимали носители калмыцкого языка. Друзья мои, теперь мы изучим настоящее будущее время. Почему я говорю настоящее будущее время? Дело в том, что в старину, в калмыцком языке, сегодня и в монгольском языке, в языке айратов Синьцзяна, Алашана, внутренней Монголии, вот понятие будущего времени, такого как в русском языке, он пойдет, они купят или еще что-то, нет. А настоящее будущее время в нашем языке в старину было слитным. То есть не было разграничения между тем, что я делаю сейчас, и тем, что я буду делать в будущем. Кстати, по утверждению японских ученых, которые изучают язык и его влияние на экономику, говорится, что если в языке существует настоящее будущее время, то есть настоящее время, нынешнее время плавно перетекает в будущее, то такие люди очень хорошо сохраняют, накапливают какие-то средства, деньги. А те люди, у которых настоящее время отделено конкретно от будущего, денег так сильно накапливать не могут, потому что они думают, мы это сделаем в будущем. Это целое мировоззрение, целая языковая картина мира. Итак, у нас в старину настоящее будущее время было слитным. То есть то, что мы делаем постоянно в настоящее время, или что будем делать в будущем, обозначалось одним суффиксом. Итак, этот суффикс «на» в тех словах, где мы знаем «ир-экшик», или мужские гласные, и «не» в тех словах, где у нас идут мягкорядные гласные или «имы-экшик». И вот давайте приведем примеры того, как это используется. К основе глагола, без буквы «х» этот глагол будет, добавляется суффикс «на» или «не» в соответствии с тем, насколько этот глагол мягкорядный или твердорядный, «ирекшикта» или «имекшикта». И вот давайте сейчас посмотрим. Рассмотрим вот такой пример. Ав, как мы знаем уже, это дедушка. Халг — это дорога. Халгар — это дорогой или по дороге. Йов — это идти. А йовна — это значит, он вообще ходит или пойдет по дороге определенной. Ав халгар йовна. Ав либо отправится, дедушка либо отправится сейчас по дороге, либо он вообще постоянно ходит по этой дороге. Еще раз. Ав халгар йовна. Ав халгар йовна. Ав халгар йовна. Это он либо пойдет, либо уже сейчас идет, либо вообще постоянно ходит. Или вот такой еще пример. Савунгар. Савунг — это мыло, савунгар — это мылом. Савунгар
осыр угана. Ну, других мы слов не знаем, поэтому я использую всегда те слова, которые мы уже изучили. Савынгар осыр угана. Савынгар осыр угана. Савынгар осыр угана. Это значит, кто-то моет или будет мыть мылом шнурок. Ну, как-то смешно немножко звучит, но тем не менее, это вот такой вот пример, который иллюстрирует, как образуется вот эта временная форма настоящего, будущего времени. Сегодня она еще часто встречается, например, там некто бичне, суна и так далее. Это значит, что он либо вообще сидит, либо он в ближайшее время сядет на стул, там, на кресло или куда-то еще. Однако эта форма уже считается относительно устаревшей, так как под влиянием русского языка у нас в калмыцком языке все-таки появилось будущее время. Будущее время — это основа глагола, к которой добавляется буква «х». Это вот все те глаголы, которые мы с вами изучали уже в прошлом. А вот всяких, а в это дедушка, ця это чай, ких это нальет. А вот всяких, а вот всяких, а вот всяких, а вот всяких. Это значит, дедушка нальет чай в будущем уже. Если бы в 18 веке, в начале, в первой половине 19 века мы бы говорили, а вот всякие, то есть дедушка нальет нам чай в каком-то ближайшем будущем, через минуту, а может быть вообще через несколько секунд. Так вот, а вот всякие, если мы говорили тогда, то сегодня в калмыцком языке, еще раз повторюсь, под влиянием русского языка, мы будем говорить а вот всяких, значит, дедушка нальет чай. Или вот, например, гаха — это свинья, хот — это пища, и вот гаха хотыитх, гаха хотыитх, гаха хотыитх. Гаха — это свинья, хот — это пища, итх — это будет есть в данном случае. Гаха хотыитх, свинья поест еду. И третий пример. Өрет хурдун гюхе. Өрет — это айрат, хурдун, как мы помним, это быстро, гюхе — это будет бежать. В данном случае будет значить. Поэтому өрет хурдун гюхе, өрет хурдун гюхе, өрет хурдун гюхе. Это значит, айрат быстро побежит. Итак, дорогие друзья, сейчас мы узнали, что в калмыцком языке в старину было настоящее будущее время, или сегодня это настоящее некое такое продолженное время, или постоянно совершающееся действие. Оно образуется посредством присоединения к основе глагола или к императиву, о котором мы говорили, йово, бичи, у, ке, су и так далее, суффиксов на или не, в зависимости от того, какое это слово. Если это слово иры экшельте или с твердорядными гласными, то это будет суффикс на. Если это имекшикта или мягкорядное слово, то будет присоединяться суффикс не. Авухалгар йовна, савунгарос ругана и так далее. Однако под влиянием русского языка в нашем родном языке появилось конкретное уже будущее время, которое звучит сегодня или образовывается посредством присоединения к основе глагола суффикса ха или некой такой вот основы глагольной вообще. А вот всяких дедушка нальет чай. Гаха хотыитх, свинья поест пищу. Өрет хурднгюха, айрат быстро побежит. Или айраты быстро побегут куда-то вот, в ближайшем каком-то некотором будущем. Таким вот образом образуется настоящее время, настоящее будущее время и конкретное будущее время в калмыцком языке. То есть сегодня, и имея вот большое количество слов, заученных нами уже на протяжении 3 занятий, мы с легкостью сумеем составить какие-то предложения и сказать, что будет делать я или кто-то другой. А вот по поводу того, как к этим временам добавлять местоимения, то есть слова, которые обозначают я, ты, оно, она и так далее, сейчас поговорим отдельно. Для того, чтобы объяснить, что я, ты или они, или кто-то делает какое-то действие, мы обязательно ставим к глаголу лицо, от которого делается это действие. Вот если мы говорим би или я, ödümük, как мы знаем, это хлеб, и ем хлеб, я ем хлеб, как мы будем говорить это? Би, ödümük и днев, в. Вот здесь без всяких неясных гласных и так далее. Би, ödümük и днев.
я либо буду скоро есть хлеб, либо я вообще всегда ем хлеб, и мне это можно делать. Би ödmük idnev. Откуда взялась вот эта вот буква В? Это то же самое, что би. Дело в том, что в Тодо Бичик, когда мы писали на своей родной письменности, эта бы фраза писалась так. Би ödmük idne би. То есть я ем хлеб, я снова, еще раз. Для того, чтобы лицо, от которого производится определенное действие, было понятно, добавлялось вот это вот окончание такое вот еще раз би. Этого, кстати, не было в то время, когда мы жили еще на своей исторической родине. Вот такая система в языке появилась тоже, вероятно, под влиянием русского языка, а может быть, благодаря каким-то сложным внутренним процессам. Ну, как ни странно, у бурят и у калмыков такая форма есть, тогда как у монголов, внутренней Монголии, внешней Монголии, такой системы нет. Они говорят так вот, би ödmük idne, и все. Мы же добавляем сюда лицо, то есть которое производит действие. Би ödmük idnev. И чи, если, то будет так это звучать. Чи бичюрер бичнеч. То есть, посмотрите еще раз, вот этот вот чи дублируется снова вот здесь. Чи — это ты, бичур — это ручка, бичня — это писать, или будет писать, либо вообще постоянно пишешь. И вот чи, бичурер, бичня, чи снова будет здесь. Поэтому чи, бичурер, бичнеч нужно сказать. И в третьем лице, это было первое лицо, это было второе лицо, и в третьем лице это будет так вот. Н или тир савунгта, как мы знаем, савунг — это мыло, савунгта — это с мылом или мыльный, усар, то есть водой. Вообще начальная форма слова вода — это усн, но, как мы помним, уже в орудном падеже буква Н у нас должна пропасть, исчезнуть, поэтому н или тир этот или тот, савунгта усар — это значит мыльной водой, угана — здесь мы ничего не ставим. Очень похоже на английский язык, кстати, вот это вот система изменения слов по лицам достаточно похожа. Би ödmük idnev, чи бичурер бичнеч, н или тир савунгта усар угана, то есть моет мыльной водой. Еще раз. Би ödmük idnev, чи бичурер бичнеч, н тир савунгта усар угана. Я ем хлеб, а ты или, кстати, вот здесь нужно еще добавить та, и здесь, соответственно, будет буква Т. Та бичурер бичне Т или чи бичурер бичне Ч. Ты пишешь ручкой или вы пишете ручкой. Н это этот или это, тире это то или тот. Н или тире тот или это, то есть тот некто кто-то, тот. Савунгта усар угана. Здесь мы никаких окончаний не делаем. Если же мы будем говорить о множественном числе, то если би это я, то бидн это мы, бидн ödmük idne видн мы сюда вставляем. То есть бидн и здесь еще раз бидн, но здесь уже буква В, она изменилась, трансформировалась слегка и превратилась в видн. На самом деле это то же самое, что бидн. В старину бы это отмечалось следующим образом. Бидн ödmük idne бидн. Мы едим хлеб, мы, опять-таки. Но в современном калмыцком эта вот форма существует в следующем виде, так как буква Б изменилась у нас и превратилась в букву В. Это очень часто происходит в калмыцком. Например, кто-то говорит бяна, а кто-то вообще говорит уже вяна через букву В. Бидны, ödmük idne видны, это значит мы кушаем хлеб. Тадн или танр. Тадн это вы, танр это тоже вы, но в высоком стиле. Бичурер ручкой, бичнет. Вот здесь будет бичнет. Мы должны произнести бичнет. Тадн, бичурер, бичнет. Здесь вот это вот т, это как раз таки часть от вот этого вот слова тадн или вы. В старину это звучало следующим образом. Тадн, бичурер, бичнета. Но позже это все изменилось, редуцировалось и вот превратилось в форму вот такого лица глагола. Тадн или танр, бичурер, бичнет. Обязательно нужно это все запомнить. И если мы говорим о третьем лице, то в нем вообще никаких форм не изменяется. Эдн, они,
или тедн, те, эдн это еще эти, тедн это те, эдн или тедн, савангта, усар, угана. Здесь мы ничего не добавляем, ни дн, ни эдн, ни тедн, ничего, как и, собственно, здесь это было. Поэтому, когда мы хотим сказать от первого лица «я делаю что-то» в конце глагола, в любой временной форме мы должны ставить букву «в». Би ödmük idnev, чи или чи бичурер бичнеч, или та бичурер бичнет, н или тир савангта усаругана, моет мыльной водой. Бидн ödmük idnevидн, или бидн ödmük idnevdн, тадн танр, или танр бичурер бичнет, эдн тедн савангта усар угана. Вот это все слова, которые мы знаем. Представьте себе из того количества слов, которые мы сейчас изучили, сколько различных предложений мы уже можем составить, зная вот эту вот конструкцию. А сейчас рассмотрим ту конструкцию, которая будет не в настоящем будущем времени, а конкретно в будущем времени. Изменения будут происходить с глаголами те же самые. Дорогие друзья, так как у нас в современном калмыцком языке появилось и настоящее, и будущее время, то есть время, которое отделено уже от настоящего будущего и конкретно обозначает какое-то явление, которое произойдет в будущем уже, то давайте рассмотрим и эту систему. Би — это я. Серя, как мы знаем, это вилка. Хултхы — это продавать. Как же будет сказать по-калмыцки «я буду продавать вилки», например. Би серя хултхы в. Би серя хултхыв. Би серя хултхыв. Вот это вот «в» обязательно будет обозначать, что это действие идет от первого лица. Мы можем даже не упоминать это лицо, говорить «серя хултхов», и так будет понятно, что это будет делать конкретно «я». Следующее, это первое лицо было. Во втором лице «чи», «ты». «Чи сандылды сухы чи». Мы должны были бы написать в тодобичик, а сейчас при разговоре мы будем говорить так. Чи — это ты, сандл — это стул, сандылды в стул, на стул, сухыч. Чи сандылды сухыч, чи сандылды сухыч, чи сандылды сухыч. Это значит, ты будешь сидеть на стуле или сядешь на стул. Хотя, конечно, это просто пример. На самом деле в калмыцком говорится немного не так, но об этом мы будем говорить на последующих наших занятиях. И в третьем лице. Или он, она, оно, кто-то, в общем, тот, кто, о ком говорят два человека. Н или группа людей вообще говорит о том, кого там рядом нет, или о ком-то обсуждая его. Н это этот или это, тире это тот или то, также это он, она, оно. Н тире или тире халгар йоухы. Здесь мы ничего не добавляем. Здесь у нас совершенно пустое вот такое вот окончание. То есть к глаголу основному или слову, описывающему действие, ничего не добавляется. Н тире халгар йоухы. А во множественном числе та же самая ситуация будет, как мы и обсудили ее в предыдущих примерах. Бидн — это мы, берн, как мы помним, это помещение, бернд — это в помещении, орх — это входить, бидн, бернд, орх, видн. Бидн, бернд, орх, видн, или в некоторых диалектах еще бидн, бернд, орхидн. Вот это вот даже так вот очень нечетко произносится. Бидн бернду орхидн. То есть мы войдем в будущем в какое-то помещение. Тадн — это вы. Я танр уже не буду брать. Я думаю, что нам сегодня достаточно слова тадн. Это вы во множественном числе. Этой группе людей идет обращение. Машинд, то есть в машину. Тадн машинд сухт. Вот здесь мы добавляем, так как здесь тадн было, то здесь мы, соответственно, должны добавить будем вот такой вот еще один показатель лица в виде буквы Т. Бидн, би — это в, чи — это ч, и н здесь нет никаких. Бидн, берндорх, видн, бидн, бидн здесь еще раз дублируется, но не забывайте, что здесь это буква Б, а здесь уже буква В. Бидн, берндорх, видн, тадн машинды сухот. Вы сядете в машину в определенном будущем. Эдн — они, то есть группе людей. Эти — некие такие. Или тедн — те.
Халгар йовх. Халга — это дорога, халгар — дорогой или по дороге, йовх — это отправиться, пойдут. Эдн халгар йовх, тедн халгар йовх. Эти или те, они, в общем, дорогой пойдут или по дороге пойдут. Таким образом, мы видим, что даже в том состоянии, в котором сегодня мы изучили, исходя из своего понимания, сегодня мы изучили настоящее, будущее время и настоящее время калмыцкого языка. И везде, где мы упоминаем какие-то местоимения, в первом, втором или третьем лице, мы обязательно добавляем особые окончания. Би, серя, хултхов. Я буду продавать вилки. Чи, сандалда, сухач. Ты сядешь на стул. Эне или тире, халгар, йоуха. Здесь нет никаких окончаний. Бидн, бярн, дорхудн. Мы войдем в помещение. Тадн машинды сухот, вы сядете в машину. Эдн или тедн, они, в общем, или эти, или те, халгар йоуха, пойдут по дороге. Здесь тоже ничего не добавляется. То есть в калмыцком языке только в первом и во втором лице добавляются окончания. В третьем лице этих окончаний не добавляется. Уважаемые друзья, и в завершении нашего урока давайте еще больше расширим свой словарный запас и выучим некоторые другие слова калмыцкого языка для того, чтобы на следующем занятии мы уже свободно могли изъясняться на родном языке. Итак, первое слово «көвүн». «Көвүн» произносится оно, как я уже говорил, если гласная, согласная и снова гласная стоят у нас, то последующая гласная, вторая гласная будет протягиваться чуть дольше. Көвүн — это мальчик, сын или парень. Көвүн, повторяйте за мной каждое из этих слов. Көвүн, көвүн, көвүн. Это парень, мальчик или юноша. Күүкын, күүкын, күүкын. Это ребенок или девочка. Между буквой К и буквой Н есть неясный звук, который мы должны отмечать. Күүкын — это девочка или ребенок. Залу, залу, залу — это мужчина, парень или еще в древнем языке юноша. Вообще в старину, когда мы еще несколько столетий назад все абсолютно говорили на своем языке, словом «залу» обозначался не мужчина, а именно вообще молодой человек или молодая девушка или молодой юноша, без разницы. То есть это был возраст, который обозначал и просто юность. Потом в последующем это слово изменилось у нас у калмыков и превратилось в обозначение мужчины, тогда как, например, в Бурятии, Монголии, во внутренней Монголии, в Синьцзяне словом «залу» обозначает не мужчину, а в основном юношу или девушку молодую. Но у нас в калмыцком языке уж так повелось, поэтому изменять эту ситуацию уж точно не мне, и я думаю, что никому из других людей. Словом «залу» мы сегодня обозначаем мужчину. Залу, залу, залу. Следующее слово тоже достаточно интересное. Это слово гиргын в современном калмыцком языке. Им обозначают женщину, просто женщину и все. Но если мы всмотримся внимательно в это слово, то мы увидим, что его основа — это слово гирдом. То есть женщина у калмыков всегда ассоциируется с хранительницей дома, домашнего очага. Поэтому гиргын — это женщина. Вот здесь есть неясный звук, который я уже отметил. Өвгын. Ну, говорят, что это старик. На самом деле, если глубоко вдаваться в калмыцкий фольклор, в калмыцкие сказки, песни, где используется это слово, это просто человек преклонного возраста, мужчина преклонного возраста. Это өвгын. На русский это будет переводиться примерно как старик. Но вообще в калмыцком, я еще раз повторюсь, это мужчина преклонного возраста. Өвгын, өвгын, өвгын. Если это мужчина преклонного возраста, то как же называется женщина? Женщина преклонного возраста в калмыцком называется эмгын, эмгын, эмгын. Повторяйте каждое из этих слов. Эмгын. Конечно, переводят его на современный русский язык как старуха,
Однако это не совсем корректный перевод, так как это женщина, либо которая достаточно долго прожила со своим мужем. Ну, например, на жену тоже иногда могут сказать «мини», «эмген», «моя», не старуха, ну, по крайней мере, жена, которая долго прожила, или женщина, которая долго уже прожила со мной, повадки, которые есть у меня, она там изучила и так далее. Поэтому это тоже можно. Хотя этой женщине может быть там лет 35-40. Но все равно эмген — это обозначение человека, который очень долго прожил, ну, либо вместе, либо вообще прожил на земле. Женщины. Өвген, эмген, эмген, өвген, эмген, өвген. Следующее слово эдж. Эдж. Здесь есть неясный звук, неясный гласный. Эдж — это бабушка или мама. Еще раз повторим. Эдж, эдж, эдж. Бакши, слово, которое мы изучали на прошлом уроке. Бакши, бакши. Бакши — это учитель. Букву Г мы здесь произносим чуть глуше, чем она на самом деле в русском языке есть. И как получится, что мы произносим это слово, как будто бы буква К там есть. Бакши, бакши, бакши — это учитель или настоятель буддийского храма в старину до революции. Хулдачи, хулдачи, хулдачи — это продавец. Хулдачи, хулдачи, хулдачи — это продавец. А так как мы знаем слово хулдх, то мы можем понять, что к основе глагола, если мы будем присоединять суффикс че или аче, то получится профессия, связанная с этой основой глагола. Хулдаче — это продавец от глагола хулдх — продавать. Хулдаче. Джола — это вожжи или руль, поэтому слово джолаче будет либо шофер, либо тот, кто управляет вожжами. Джолаче, джолаче, джолаче. Эмче, слово, о котором мы говорили на прошлом уроке. Эмче, эмче — это врач-доктор. Көдляче, көдляче, көдляче — это работник. То есть, посмотрите, еще раз ваше внимание хочу привлечь к этому. Хулдх — это продавать, хулдаче — это продавец. Джола — это вожжи или руль, джолаче — это шофер или тот, кто управляет вожжами, телегой там и так далее. М — это лекарство, МЧ — это тот, кто лечит, то бишь врач или доктор. Көделх — это работать у нас, көдляче — это работник. Вот таким вот образом образуются профессии в калмыцком языке. Таким образом мы сейчас знаем вот этот вот суффикс че, который образует от глаголов или существительных профессии. То же самое будет и с некоторыми другими профессиями, мы чуть позже об этом тоже поговорим. Сейчас давайте изучим еще два существительных. Это слово келин. Келин. Келин — это язык. Язык как анатомический, то есть который у нас во рту есть. Также язык как речь, это тоже будет келин. И последнее слово, которое нам тоже понадобится очень сильно, это слово хувцин. Хувцин. Хувцин — это одежда. Хувцин. Вот здесь есть неясный звук между буквой С и Н. Для того, чтобы мы еще больше расширяли свой словарный запас, я подготовил несколько важных глаголов калмыцкого языка, то есть слов, обозначающих какие-то действия. Первое из этих слов — это медх. Медх. Медх — это знать. Хотя в тодо бичик в этом слове вот после буквы «д» есть неясный гласный, сегодня в потоке речи он практически не слышится, поэтому медх — это знать. Хотя в старину здесь вот неясный гласный был, я его отмечу сейчас вот такой небольшой точкой. Көделх. Көделх. Көделх — это работать. Работать, причем есть еще одно слово, о котором я чуть позже буду говорить. Көделх — это работать тяжелым таким вот физическим трудом или
таким вот трудом, который заставляет двигаться человека. Ведь еще по-другому в старину словом кёдельха обозначалось какое-то движение. Ну, например, газыр кёдельха — это значит земля сотрясается. Салькын кёдельха — это значит ветер поднялся, начал свое движение. А позже, из-за того, что это глагол обозначал движение, мы стали на любую работу, связанную с какими-то физическими нагрузками, говорить слово кёдельха как работать. Хэрхэ. Хэрхэ. Хэрхэ — это возвращаться. Здесь тоже раньше был неясный звук, но его сегодня практически мы уже не слышим. Хэрхэ — это возвращаться на какое-то прежнее место, домой там, или на работу, или еще куда-то. Ирхэ. Ирхэ. Ирхэ — это приходить. Слово утылхэ. 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 Оно происходит от слова утх, нож. Утылх — это дословно прям вот ножить, то бишь резать. Утылх — это резать, отрезать что-то, разрезать что-то. Утылх, но именно ножом. Есть и другие глаголы, и я о них буду постепенно рассказывать из урока в урок. Следующее слово — это слово чанх. 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 Здесь тоже был неясный гласный, он тоже практически не слышится, но тем не менее давайте его отметим вот такой вот красной точкой, тогда как полноценный неясный гласный мы будем отмечать кружком. Чанх — это варить, готовить что-то на огне. Бельтх. 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 Бельдх — это готовиться к чему-то, приготавливаться, подготавливать что-то. Вот такое вот слово. И два последних слова тоже очень интересны. В качестве бонуса я объясню и расскажу сейчас о них, чтобы вам было интересно продолжать изучать свой родной язык. Слово сурх имеет несколько значений. Сурх, сурх, сурх. Дело в том, что в старину, когда мы использовали еще тудубичик, было целых два очень похожих слова. Одно из них звучало как сурху, это значит учиться, и сураху, это значит спрашивать, задавать вопросы. В принципе, основа каждого из этих слов одинакова. То есть в старину, когда нас не заставляли ходить в школу, обязательным образования не было, человек мог обучиться только задавая вопросы другому человеку, более знающему, более сведущему. Поэтому основа у этих двух слов одинакова. Как проверить эти слова? К глаголу сурха, что значит учиться, обучаться чему-то, мы можем другое вот слово привести. Это слово сургуль. Сургуль значит образование или обучение. Сургульд отх — пойти учиться, пойти на обучение, для образования куда-то. Так вот, здесь мы не видим никаких вообще не имеется неясных гласных, поэтому слово сургуль производно от слова сурх или учиться. Тогда как сураху или сурх — задавать вопрос, спрашивать, в том числе и обучаясь, может иметь проверочное слово сурат. Мы не изучали эту форму глагола, но тем не менее она есть, и таким образом мы можем понять, что здесь некогда была гласная. Хотя сегодня на письме оба этих слова, и сурху, и сураху, будут писаться как сурх, обучаться, учиться или спрашивать. Второе слово, которое я здесь поместил в конце, это слово дасх. Это тоже обучаться, привыкать к чему-то, приучаться к чему-то. Их используют как синонимы, однако у них есть разница. Если сурху или сурх — это учиться, сураху — это спрашивать, то, в том числе и обучаясь, то дасх имеет больше оттенок привыкать к чему-то. Или, например, выполнять домашнее задание. Это тоже будет дасх. То есть то, что мы прошли, то, чему мы обучились, теперь можно будет к этому привыкнуть, уложить у себя в голове, в сознании. Поэтому слово «дасх» вообще изначально имеет значение обучаться и привыкать к чему-то или приучаться к чему-то. Но в последнее время мы часто используем его в значении обучаться, учиться.
Поэтому вот такая вот интересная есть разница между словами сурх и дасх. Дорогие друзья, заучивайте, пожалуйста, все слова, которые мы даем на наших уроках. Я думаю, что это будет полезно для каждого из нас. Это будет позволять расширять словарный запас. Это будет позволять нам говорить как можно больше слов и конструкций. Сегодня мы изучили еще несколько тем, которые еще ближе делают нашу заветную цель овладеть разговорным калмыцким языком. Поэтому, уважаемые друзья, учитесь, заучивайте, запоминайте все, о чем мы говорим, и результат будет следовать за вами по пятам. Сен бетен.